Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 74 рубля 89 копеек. Евро остановился на отметке 84 рубля 82 копейки. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Совкомбанк за 73,70. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 74 рубля 40 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 83 рубля 70 копеек. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 84,27. Россияне страдают от резкого роста цен, что является результатом глобального инфляционного давления. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Капитал Россия зовет» в Москве. В своей речи глава государства коснулся вопросов внутренней и внешней политики, обратился к теме здравоохранения. Так он заявил, что серьезность последствий нового штамма COVID-19 «Омикрон» станет понятна лишь в ближайшие несколько недель. Однако необходимо быть в полной готовности. Также особое внимание Путин уделил вопросам экономики, потерпевшей серьезный упадок во время начала пандемии. Президент отметил продуктивность совместных усилий в направлении ее развития правительства страны и бизнеса в целом. В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы. Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь-сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%. 112 миллиардов рублей – таков бюджет участия республики в государственных программах Российской Федерации на 2022 год. Эта сумма рассчитана на дотации по выравниванию республиканского бюджета, повышение заработной платы бюджетникам, субвенции и многое другое. Так, в следующем году только федеральные субсидии Якутии вырастут на почти 11,5 миллиардов рублей. Это в первую очередь касается всех социальных выплат в области образования, здравоохранения, поддержки пожилого населения. В частности, наибольший объем субсидий приходится на единовременные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор», реализацию паллиативной медицинской помощи, выплаты педагогам, переезжающим в села. Конечно, не могу не остановиться на тех параметрах, которые сегодня совместными усилиями правительства республики под руководством Арсения Сергеевича проработали по участию в государственных программах Российской Федерации. Эта сумма составляет по 2022 году 112 миллиардов. 112 миллиардов. Это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на частичную компенсацию на повышение оплаты труда бюджетному сектору, знаете, выполнение указов президента. Это субсидии. Это те программы, в которых мы участвуем. Плюс на основных могу остановиться. Это принятые решения по бесплатному горячему питанию. Это вопросы, связанные с субсидированием строительства школ. Это те выплаты, которые связаны с социальными направлениями. Отметим, что доходная часть бюджета республики выросла именно за счет увеличения поступлений налогов на прибыль. И не случайно при поддержке Алроса в Мирнинском районе со следующего года существенно увеличится сумма на питание школьников. Подробности в следующем сюжете. Посчитай давай. 1, 2, 3. 3 цветочка, да? А где больше цветочков всего получилось? На этой полянке. В Мирнинском районе работает более 3500 врачей, учителей и воспитателей детских садов. Съездить в отпуск – всегда затратное для семейного бюджета дело. Галина Ковалева работает воспитателем в детском саду. Обычная история. Из-за высоких цен на перелеты в отпуске приходилось экономить, и не каждый год могла слетать в отпуск в другой регион. Но с 2022 года билеты до места отдыха работникам образования раз в 2 года будет оплачивать Алроса. Учитывая еще и северный проезд, ездить в отпуск каждый год можно бесплатно. Сейчас, допустим, эта льгота, она очень хорошо, допустим, для нас это будет поддержка, что мы можем съездить каждый год, где-то вывести детей, самой где-то съездить отдохнуть. Для нас это хорошая поддержка.
С предложениями поддержки для работников бюджетной сферы один из пунктов плана развития Мирнинского района выступил профсоюз «Профалмаз». Как сделать жизнь в алмазном регионе комфортнее, обсуждали на форуме «Будущее алмазных городов» в апреле этого года. По итогам и в соответствии с предложением профсоюза руководство «Алроса» поддержало инициативы. Теперь работники бюджетной сферы, образования и здравоохранения смогут за счет компаний покупать билеты на сумму до 50 тысяч рублей. «Алроса» выделит на это 106 миллионов рублей. Мы придерживаемся того, что мы здесь живем единой, целой, родной семьей и должны, конечно, друг друга поддерживать. И льготами должны пользоваться наши близкие. Это прежде всего врачи, учителя, которые работают вместе с нами, помогают нам в воспитании наших детей, занимаются нашим лечением. Также меры поддержки коснутся и семей с детьми. Сегодня в Мирнинском районе более 5000 школьников средних и старших классов. Благодаря «Алроса» со следующего года для них ведут бесплатное горячее питание. У меня сын старшеклассник, и он завтракает в школе. Завтрак приблизительно 100 рублей стоит, и в месяц около 3000 выходит. Я считаю, что это экономия для семейного бюджета. По подсчетам родителей, в месяц они тратят по 2500 рублей, чтобы накормить чада утром. А если в семье 2 детей, родительский кошелек страдает еще больше. На эти цели компания планирует выделить 153,5 миллиона рублей. Данные проекты в декабре месяце будут направлены на одобрение наблюдательным советом компании. Компания и в дальнейшем планирует участвовать и помогать реализовывать комплексный план, разработанный Народным активом. Мирнинский район – первый район в республике, да и, пожалуй, во всей стране, где общественному движению удалось достичь договоренности с крупной промышленной компанией о введении в районе масштабных социальных инициатив. В руководстве компании подчеркнули, новая статья социальных расходов не повлияет на повышение зарплат работников «Алроса», которая привязана прежде всего к плановым производственным показателям компании. Тем более в этом году компания планирует в очередной раз увеличить зарплаты сотрудникам. Как стало известно редакции «Алмазного края», в четверг в бюджетном комитете компании приняли первое решение по повышению зарплаты по ряду профессий в ГОКах и УКС. Денис Спиридонов, Анна Брянская, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Поддержка малого и среднего предпринимательства в республике – одна из ключевых задач. Так, резиденты территории опережающего развития Якутии на льготных условиях могут арендовать помещения для ведения своего бизнеса. Универсальные производственные здания позволяют представителям МСП запустить производство. Сейчас наша съемочная группа приехала к резидентам в село Капитоновка и узнала, как они строят свой бизнес. Моя коллега Мадина Халикова присоединяется к эфиру. Мадина, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Надежда, добрый день. Да, мы действительно находимся сейчас в одном из универсальных производственных зданий. Это так называемый бизнес-инкубатор. И не пугайтесь этого названия, это действительно так, потому что здесь начинающие предприниматели могут начать свое производство, окрепнуть и уже потом выходить на линии. Посмотрите, все готово для ведения бизнеса. Здесь есть и оборудованные рабочие места, есть кабинеты, подготовленные для этого, система кондиционирования, бесперебойное электричество, подача интернета. Кроме того, хочу вам еще показать несколько кабинетов. Здесь тоже можете видеть, как подготовлены рабочие места, а потом уже сами предприниматели могут завозить свою технику. Здания уже на стадии строительства, все работы завершены, но осталось ввести их в эксплуатацию. Это произойдет буквально в этом месяце. Сейчас осталось оформить техническую документацию. И сейчас я еще хочу вам показать один конференц-зал, в котором можно проводить мероприятия, большие собрания для бизнесменов. Вот так это все выглядит. Как видите, для чистых производств все подходит. И со мной сейчас рядом находится Дмитрий Борисов, руководитель управляющей компании «Тор Якутия». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, как стать резидентом ТОР и, собственно, что это дает предпринимателям? Ну, чтобы инвестор, предприниматель, если он решил открыть свой бизнес, масштабировать его на территории опережающего развития, то ему необходимо в управляющую компанию подать заявку, приложить бизнес-план. В течение 10 рабочих дней мы рассматриваем заявку. Если положительное решение, то после подписания соглашения о резидентской деятельности управляющая компания предоставляет земельный участок, инфраструктуру предпринимателю. Но теперь
у нас появилась возможность, благодаря решению руководства республики, предоставить и в аренду универсальные производственные помещения, максимально приспособленные для открытия самого широкого спектра производств. И, соответственно, на начальной стадии наш резидент может развить свой проект и в течение 3-4 лет, заработав денег, сможет построить собственный завод на земельном участке, который мы ему предоставим также. Также по льготной ставке? Также по льготной ставке. И, соответственно, он свой бизнес уже из помещения арендованного переведет в собственное здание, которое он построит при нашей поддержке. Я знаю, что чуть более года потребовалось для того, чтобы построить эти универсальные здания. Сейчас мы находимся в помещениях для чистого производства, а в соседнем здании там полного цикла, да, можно делать производство? Ну, так скажем, тут можно разместить и чистое швейное, допустим, производство, да, вот на 2-м этаже. Первый этаж и соседнее здание, они предназначены для такого более универсальные, так скажем, помещения, где можно открыть, вот, они предусмотрены для открытия почти любого бизнеса, можно сказать. Пока что, кроме пищевой направленности. Потому что для этого мы будем создавать еще следующим этапом. У нас в планах есть создание индустриального парка в сфере пищевого производства. Спасибо большое. Я знаю, что 27 предприятий сейчас зарегистрированы как резиденты ТОР Якутия. А сколько в этих помещениях смогут разместиться предпринимателей? Ну, у нас получается 8 чистых помещений и 7 универсальных. Соответственно, у нас есть предприниматели, которые готовят заявки, они уже предварительно нами были просмотрены, которым нужно и универсальное помещение, и чистое помещение. Потому что производство продукции в универсальном помещении, и потом они поднимают его в чистое, где они докрашивают и упаковывают. Спасибо большое. Надеюсь, что в совсем скором времени мы уже увидим, как эти универсальные здания начнут свою работу. Ну, а я хочу напомнить, что в середине ноября сюда приезжал Алексей Чекунков, это министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Также он высоко оценил работу ТОР Якутия и сказал, что поддержка со стороны Федерального центра по развитию Дальнего Востока будет всесторонняя. На этом у меня пока вся информация. Надежда. Благодарю, Мадина. Будем надеяться, что такие льготные условия для предпринимателей окажутся действующими и востребованными. Напомню, с нами на связи была наша коллега Мадина Халикова. Мы переходим к другим темам. В России из-за распространения по миру нового штамма коронавируса сокращают срок действия ПЦР-тестов. Ими можно воспользоваться в течение 48 часов вместо 72. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности выяснял Андрей Санников. В России не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но на границах, по ее словам, уже усилен контроль за въезжающими из стран, где есть инфицированные новым вариантом COVID-19. Среди них ЮАР и соседние с ней государства Китай и Великобритания. Путешественникам необходимо проходить ПЦР-тестирование в аэропортах, а также соблюдать карантин. Большинство перечисленных стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира, мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим СНИ и эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система, и это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму. С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма
Нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. Также Анна Попова отметила, что российские специалисты уже разработали тест-систему, позволяющую определять новый штамм коронавируса, а срок действия самих ПЦР-тестов из-за омикрона сокращается. С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. В целом же в России, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ковидом в последний месяц снижается. Только на прошлой неделе количество новых случаев сократилось на 8%. Сложной ситуация остается пока в 7 регионах. Там количество пациентов продолжает расти. Мы переходим к мировым новостям. Штамм коронавируса омикрон разрушил надежды жителей Южноафриканской республики на возобновление туристических круизов, остановленных в марте 2020 года. Во вторник в Кейптаун должен был прийти первый за долгое время лайнер, однако его пассажирам пришлось сойти на землю и улететь домой. Подробности в сюжете Артема Сторонова. Прибытие лайнера «Европа» в Кейптаун во вторник должно было стать радостным событием, знаменующим возобновление круизов в ЮАР. Однако теперь вместо празднования пассажирам придется сойти на землю, пройти тестирование на омикрон штамм коронавируса и улететь прямиком домой. Судно, принадлежащее немецкой туристической компании «Туи», следовало из города Людериц в Намибии в Кейптаун, когда во всем мире начали вводить ограничения, связанные с выявлением нового штамма. После этого появились предположения, что его маршрут может быть изменен. Власти Южноафриканской республики официально запретили круизным судам заходить в порты страны в марте 2020 года. Многоэтажный лайнер, на борту которого находились сотни человек, должен был открыть новый туристический сезон в ЮАР, однако этим планом не суждено было осуществиться. Череда локдаунов и ограничительных мер нанесла огромный урон туристической отрасли страны, в которой работу потеряли свыше 75 тысяч человек. На минувшей неделе ограничения на полеты снова ввели Европа, Великобритания и США, откуда в ЮАР приезжают большинство отдыхающих. Предполагалось, что лайнер пробудет в Кейптауне до 2 декабря, а туристы посетят такие достопримечательности, как Столовая гора и тюрьма на острове Раббен, где содержался бывший президент Нельсон Мандела. Затопленные дома и поля, дороги, скрытые под слоем воды. Такая картина открылась при съемках с беспилотников в штате Вашингтон на северо-западе Америки. Сильные дожди привели к наводнениям. На границе с Канадой работала сирена, предупреждающая о том, что река Нуксок вышла из берегов и разлилась по главной улице в городе Эверсон. Красный Крест создал временный приют на ярмарочной площади в соседнем городе Линден, где в воскресенье около 30 человек нашли убежище. Непогода стала причиной отключения электроэнергии в некоторых районах, которые уже пострадали от сильных паводков 2 недели назад. Национальная метеорологическая служба предупредила о дальнейших возможных наводнениях в округах Уотком и Скагит, а также на полуострове Олимпик. Чилийский экстремал Себастьян Альварес залетел в костюме-крыле в жерло действующего вулкана, а затем вылетел из него на скорости 180 км в час. Подробнее в следующем сюжете. Вингсют-пилот и бывший летчик Себастьян Альварес стал первым человеком, который залетел в костюме-крыле в жерло действующего вулкана. Все происходило над огненной горой Вильярико в Чили. Спортсмен прыгнул с вертолета, выполнил серию маневров, опустился в отверстие вулкана на глубину 10 метров, а затем вылетел из него на скорости 180 км в час. От экстремала требовалась филигранная точность. Диаметр кратера всего 200 метров. На подготовку у 36-летнего Альвареса ушел год. Пришлось изучить, как извергаются столбы пепла и дыма, разобраться, как в этом районе движутся потоки воздуха и проанализировать скорость ветра. Более того, потребовалось провести много математических вычислений и убедиться, что такой полет в принципе возможен. Житель индийского городка Барханпур построил для своей жены дом в виде миниатюрной копии культового сооружения Тадж-Махала. Подробности в следующем сюжете.
Памятник любви. Так в небольшом индийском городке Барханпур называют этот дом, который является мини-копией знаменитого Тадж-Махала. Его построил Ананд Пракшар Чукси для своей супруги. Он считает, что нет более вдохновляющей идеи, чтобы выразить свою любовь. Ведь история создания мавзолея мечети 17 века тоже про сердечные отношения. Его возвели по заказу падишаха Шах-Джахана в память о его умершей жене. Она счастлива со мной в любой ситуации, при взлетах и падениях. Она всегда поддерживает меня. У нее было только одно требование. В доме должна быть хорошая комната для медитаций. Я попросил инженеров уделить особое внимание этому. Для комнаты выбрали лучшее место, поскольку здание с куполами, оно идеально подходит для самопознания и спокойного отдыха. Помимо комнаты для медитации есть еще 4 спальни, библиотека, просторная кухня. Интерьер пестрит роскошью, но он отличается от убранства Тадж-Махала. Строительство дома стоимостью $260 тысяч шло 3 года. Мастеров приглашали из разных штатов, а чтобы в точности воссоздать памятник, пришлось неоднократно его посещать и изучать трехмерные снимки здания. Мы несколько раз строили, сносили и снова возводили стены, чтобы все выглядело совершенно. Некоторые арки приходилось перестраивать по 3-4 раза, поскольку они отличались. Разница была настолько незначительной, что даже не была заметна глазу. Но мы посчитали, раз мы создаем что-то хорошее, то не должно быть никаких упущений и сожалений. Здание уже стало местной достопримечательностью. Молодожены здесь устраивают фотосессии, а иногда есть возможность даже заглянуть внутрь. Время от времени семья проводит экскурсии по своему дому. Ковбой из Курской области взял штурмом торговый зал местного магазина «Пятерочка» верхом на коне. На рискованное дело мужчина не решился идти безоружным, а потому горцевал на входе в супермаркет с шашкой в руках. Шокированные сотрудники полиции предложили мужчине пройти медосвидетельствование, однако наездник отказался. Стражам порядка пришлось снять удалого казака с коня и доставить мужчину в отдел за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Увы, уже пешком. Как сообщили в областном отделе МВД, мужчина объяснил свой поступок следующим образом. Лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента. В Якутске на женщину напала стая собак. Нападение случилось в районе Арктического агротехнологического университета. На видео, которое облетело все социальные сети, видно, как женщина отчаянно защищается от них сумкой. Как выяснилось позже, женщину спасли сотрудники АГАТУ. На сегодняшний день продолжаются работы по отлову данной стаи сотрудниками пункта приема безнадзорных животных. Они и должны будут установить, были ли ранее чипированы и стерилизованы данные собаки. Также организована проверка по факту нападения стаи безнадзорных животных на женщину в Якутске. Прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан. Прокуратура города Якутска организовала проверку по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак. В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. А вот в Иркутской области, напротив, люди спасли собаку. Сотрудники спасательной бригады МЧС помогли оказавшейся на льду иркутского водохранилища Хаски добраться до берега. На кадрах видно, как спасатели аккуратно подбираются к напуганному зверю, страхуя друг друга. Затем собаки обвязали шею веревкой и стали аккуратно подталкивать к берегу. Спустя несколько минут питомец был в безопасности. По словам спасателей, в ожидании помощи Хаски промерзла и не могла шевелить лапами. Хозяйка собаки рассказала, что во время прогулки животное неожиданно выбежало на неокрепший лед и провалилось под воду. Собака чудом выбралась из полыньи, но от страха осталась лежать на месте. Поэтому вызвали спасателей. 1 декабря традиционно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках знаменательной даты в республике пройдет ряд мероприятий, направленных на популяризацию профилактики заболевания среди населения. Это лекционные занятия, семинары, а также акции, в ходе которых можно будет узнать свой ВИЧ-статус. Как отмечают врачи, проверяться на наличие заболевания необходимо по меньшей мере раз в год. Ситуация с распространением инфекции в республике остается напряженной. Ежегодно выявляется более 130 случаев заболевания вируса иммунодефицита человека. У нас выявляемость достаточно высокая, то есть мы говорим об эффективности используемых технологий. Настораживает то, что если раньше у нас
был определенный контингент, это те люди, которые ведут асоциальный образ жизни, да, страдающие наркоманией, то на сегодняшний день она переходит в нашу обычную жизнь. То есть Помимо этого, 1 декабря отмечается День невролога, профессиональный медицинский праздник, не имеющий пока официального статуса. Он посвящен работе врачей, специалистов, ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека. О том, чем еще отмечена дата 1 декабря в истории, узнаем из рубрики «Даты и события». На календаре 1 декабря сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, Всемирный день хоккея, День Антарктиды, День поедания красных яблок. В США сегодня отмечают День рождественских огней. В этот народный праздник чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кисарийского. В старину люди обращались к этим святым с молитвами о достатке, после чего приступали к домашним делам. Считалось, что это должно было избавить от материальной нужды. Люди по этому дню судили о погоде на зиму. Утро символизировало начало поры, день – середину, а вечер – окончание. Также было принято наблюдать за воронами. Если птицы ходили по дорогам, то это предвещало скорую оттепель. События в этот день. В 1887 году был напечатан роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе. Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол. На экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда». Был создан Центральный аэродинамический институт. Завершилась Тегеранская конференция глав правительств 3 союзных держав – СССР, США и Великобритании. Издан первый номер мужского журнала «Плейбой». Михаил Сергеевич Горбачев, первым из советских лидеров, посетил Ватикан. В этот день родились Анна-Мария Тюссо, французский скульптор, основательница музея восковых фигур в Лондоне. Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии. Василий Блюхер, советский военный и государственный деятель, маршал Советского Союза. Георгий Жуков, советский военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза. Всеволод Бобров, советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион. Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер. Геннадий Хазанов, российский артист эстрады, актер, общественный деятель, народный артист РСФСР. Амаяк Акопян, советский российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, заслуженный артист Российской Федерации. Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор. Именины сегодня отмечают Роман, Николай. Также сегодня отмечается Всероссийский день хоккея. Эта спортивная игра по праву занимает одно из ведущих мест по массовости и зрелищности. О развитии хоккея в Якутии нам расскажет наш коллега Александр Хавренко. Характер закладывается в детстве. От того, как мы воспитаем ребенка, зависит его будущее. А чтобы воспитать настоящего мужчину, его надо отдать в настоящий мужской спорт. Таким является, конечно же, хоккей. Один из самых популярных видов спорта не только в нашей республике, но и во всем мире. Новый виток в развитии хоккея в Якутии начался в 1996 году, когда был построен большой современный ледовый дворец в столице. И результаты не заставили себя долго ждать. И к 2000-м республиканские хоккеисты вышли в лидеры на Дальнем Востоке. В республиканской спортивной школе по зимним видам спорта хоккеем занимаются более 600 ребят, и это далеко не предел. У нас, конечно, большие планы в связи со строительством новых объектов в наших регионах. Это вот сейчас идет строительство ледовых катков. Еще один ледовый каток строится в городе Якутске, в районе аэропорта. Также такой же каток строится в Алдане, и такой каток строится в Чульмане, и запланирован еще в Ленском районе. То есть мы получим 4 еще новых современных крытых катка с искусственным льдом. Ну и само собой результата не заставит это ждать. У нас будет развиваться и хоккей, и фигурное катание, и шорт-трек во всех этих катках. Несмотря на то, что в хоккейную школу приходят еще совсем малыши, тренируются они в полную силу. Могут бортануть или сбить с ног.
Все как у взрослых. Характер в них какой-то же закладываем. На тренировки, силовую борьбу, единоборство. Все это у них присутствует. Также, конечно, им нужно всегда давать поиграться чуть-чуть, побаловаться. Большинство у нас приходит как на спортивный кружок, не подразумевая, да, что они там в дальнейшем будут заниматься. Многие так приходят, говорят, что мы просто как спортивный кружок пришли. А кто-то прям целенаправленно вот хотят, чтобы их дети стали хоккеистами. Ну, дети-то маленькие еще там не все прям понимают, да? Большинство уже родителей приводят. Вот и Руслана Лыга. 5 лет назад родители привели в секцию хоккея. И через какое-то время Руслан понял, что хоккей – это именно тот вид спорта, которым он хотел заниматься и дальше. И, возможно, когда-нибудь он станет в один ряд со своими. На хоккей меня привели мои мама и папа. Мне нравится в хоккее, что это быстрая игра, там, и командная, и у меня появилось из-за хоккея много друзей. Мне нравится Никита Гусев, Никита Кучеров, а из вратарей Андрей Василевский. Мы поздравляем всех хоккеистов и любителей этой игры с праздником и ждем от наших игроков красивых игр и ярких побед. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Сегодня в Якутск вернулись с триумфом якутские хоккеисты. Они сделали огромный подарок и себе, и всем своим болельщикам. Буквально позавчера команда «Полярные волки» выиграла турнир с громким названием «Первенство мира» среди команд Суперлиги. Хоккеисты 2010 года рождения из Якутии оказались самыми сильными, одолев команды из Читы, Мирного, Новосибирска и Иркутска. Ну а в Якутске прямо сейчас стартует ежегодная республиканская выставка авторских кукол. Мероприятие проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». На прямой связи со студией находится моя коллега Марфирина Алексеева. Марфирина, приветствую. Расскажи подробнее о выставке, о программе мероприятия. Надежда, приветствую. Мы находимся уже на выставке. Я предварительно ознакомилась с работами. Это чудеснейшие работы. Я полностью сейчас стою в окружении различных персонажей с мифов и легенд народов Севера и Саха. Представлено всего более 200 работ, и работы простоят примерно месяц. И также работы дальше будут пополняться. Еще, как нам обещают организаторы, здесь будет полный зал, он будет полностью наполнен новыми куклами мастеров со всей республики. Но сейчас хочу сразу вас познакомить с очень таким интересным мастером. И самое примечательное, что этот мастер создал куклу не один, а семейным тандемом со своим мужем-ювелиром. Здравствуйте, Агафья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Что вы представили? Я так знаю, что вы специально создали куклы для этого бала кукол. Да, я принесла вот куклу свою, Икыга. Это персонаж из якутской сказки. Девушка, которая живет на Луне. Ну, она вот, видите, да, на Луне вот пятна. Вот эта девушка с коромыслом. Ну, смысл такой. Какую технику вы использовали, из какого материала создана кукла? Кукла из самозастывающего пластика. Лепим, как из пластилина. И одеваем, красим. И работа трудоемкая. Длилась работа около месяца. И летом сделала. И вот она ждала вот бал свой. И я знаю, что вот ваш муж, да, принимал такое активное участие и создал специальное убранство наше национальное. Расскажите немножко о нем. Из какого материала сделано это убранство? Убранство, как и все якутские украшения, сделано из серебра. И почти она как копия якутского украшения с передним и задним элементом. Да, попросим оператора немножко тоже показать подробнее. Это очень восхитительно, что полностью настоящее, да, такое убранство, просто в очень-очень маленьком размере. Полностью там и заколки, да, видимо. Да, это все украшения якутские, национальные, традиционные. Спасибо вам большое. Ну а наш следующий мастер, вот очень поразило то, что в выставке принимают активное участие и мужчины. Владимир Левин, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а из чего вы творите куклы и как давно начали заниматься этим ремеслом? Здесь вот представлены мои работы: Чисхан Харчана, Снегурочка, Дед Мороз. Это работа из материала полирезина. Работа несколько этапов. Сперва вот делаю с пластилина, лепки, потом узоры сделаны из 3D,
и открываю там резиновую форму и отливаю материал полирезина. И после этого вот высыхает, и отработку делаю, и ручной роспись, полностью ручная работа. А как вы пришли к такому непростому ремеслу? Это ваша профессия или это хобби? Сперва была хобби, потом уже профессия. Спасибо большое, удачи вам. Ну и мы сейчас также направляемся к очень интересной работе, созданной по археологическим раскопкам. Здравствуйте, Айталина, немножко расскажите о своей кукле. Здравствуйте. Я создала эту куклу в прошлом году. Она девушка, одетая в внутреннее белье, так называемое каттык таңастар. Ну, у нас зима очень суровая, поэтому обязательно у нас была такая внутренняя одежда, которая была полностью из шерсти. Но при этом ее даже если не видели другие люди, члены семьи, то девушка обязательно ее украшала бисером, орнаментом, и все вот это в традиционном исполнении. Помимо этого, еще вот каттык таңастар не только белье, это еще и налобник есть у нее, чтобы для лба, и еще очки, снеговые очки, чарапча называется. И даже они носили нарукавники. Вот. Вместо этого еще носков у нас называется кенче, где одевается вот внутри унтов. Как? А где вы нашли, узнали о таком убранстве, в каких таких источниках? Ну, позапрошлом году вышла такая отличная книга, которая называется «Материальная и духовная культура якутов» в 2 томах. Из американских, она хранится в американском музее. Из экспедиции, сибиряковской экспедиции, где вот в 17 веке собрали одежду якутов и всю вот эту нашу материальную культуру. Вот там были такие отличные фотографии, откуда вот я взяла и решила, что у нас такие... Я должна показать вот эту одежду, что у нас было внутреннее белье, помимо вот всей одежды. Да, действительно, очень интересно, потому что мы не знали. Ну и о последней работе, вот расскажите, очень интересная легенда, которая тоже также не такая распространенная. Но эта кукла называется сагалтумса, лисий нос. Это оберег, как символ удачи. Ее делали специально для невест, которые выходили замуж и уезжали подолгу в другую местность мужа, в другой алас, и они должны, вот этот оберег им сопутствовал удачу замужней жизни, чтобы у нее было много детей, чтобы она жила богато и сыто, и тепло. Вот. Поэтому такой оберег делали и для охотников, для хорошей, удачной охоты. Спасибо вам большое. А на этом у нас все. Напомню, что в программе также имеются мастер-классы. Все желающие могут посетить до вечера, до 6 часов этот бал, ознакомиться с потрясающими авторскими куклами. Передаю слово коллегам. Благодарю, Марферина. Мне остается добавить, что это мероприятие только начало большого зимнего фестиваля. Напомню, с нами на связи была наша коллега Марферина Алексеева. Она рассказала о выставке авторских кукол. Зажжение первой в России новогодней елки состоится сегодня в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Из столицы республики будет передана эстафета республике и всей стране. В этот же день повелитель холода Чисхан благословит круговорот жизни и нашлет живительный мороз для начала календарной зимы. Отмечается, что из-за эпидситуации массовые мероприятия на площади Ленина в Якутске будут отменены. Посмотреть церемонию зажжения огней главной елки республики можно будет на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и в социальных сетях. Трансляция начнется в 16 часов по якутскому времени. Тем временем коллеги из Ямиконского района недавно побывали у Чисхана в гостях. Как и где живет хозяин холода, смотрите в следующем сюжете. Всем известно, что Дед Мороз живет в городе Великий Устюг. Но не каждый знает, где живет Чисхан. А живет он внутри горы Эбехая, вблизи села Тамтор Аймиконского улуса. В ледовой резиденции Чисхана, как и положено, все из-за льда.
Словно лучи северного сияния под землей освещают ледяные образы. Посетить резиденцию Чисхана можно как зимой, так и летом. Только летом придется одеваться потеплее, чтобы не замерзнуть. А зимой здесь теплее, чем снаружи. Всего минус 10 градусов. Покрытые снежным инеем стены говорят о царстве холода и вечной мерзлоты. Словно попадаешь в сказку. Нигде в России нет ничего подобного. Я думаю, и в мире нет ничего подобного, когда температура держится и зимой, и летом в жару. Здесь настолько красиво, настолько атмосферно. Вот кажется, что просто душа расцветает в этой пещере, где холодно, но в душе становится тепло и еще теплее. Как и любой дом, ледяной дворец тоже иногда требует ремонта. Вот и пригласил хозяин резиденции Чисхан к себе для консультаций настоящего архитектора. Ходит архитектор, смотрит, как сделать, чтобы еще красивее и сказочней стал дворец хранителя холода. Чтобы наша работа была, кроме того, что несла значительно этно-нагрузку, да, она должна быть еще экологичной. То есть мы должны применять экологичные материалы и показать, как мы бережем фактуру, текстуру камня, как мы бережем ту среду, которая есть, да, и она будет полностью экологией. У нас будет сочетание экология и новые современные материалы, которые нам помогают решить первые две задачи. Если хотите побывать в зимней сказке, приезжайте в гости к Чисхану. Гостям здесь всегда рады. Отлично, там все красиво. Это сказка вообще, сказка. Все-таки польза холода. Активно готовится к Новому году и город Ленск. Не только городские власти приступили к украшению города, но и многие предприниматели, а также соцобъекты. В Центре доп. Образования СРГ творят красоту повседневно в студии Handmade Art Decor. А к Новому году тем более они готовят интересные украшения. Наш корреспондент Анна Кожевникова присоединилась к ним. Создают красоту своими руками. В Центре доп. Образования СРГ уже вовсю готовятся к Новому году. Первыми это начали делать мастерицы. Handmade студия Art Decor. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые. Они с удовольствием посещают творческое объединение. Мы друг другу помогаем, кто чем можем, материалами делимся. Ну и так мне вообще очень нравится, что у нас такая открылась группа в Ленске, и что можно прийти и чем-то заниматься. Сегодня на повестке праздник Новый год, а значит все изделия тематические. Рукодельницы после работы спешат в эту творческую мастерскую. Те, кто работает днем, они приходят вечером. Но бывает, что некоторые люди уезжают на вахту и как бы пропускают много занятий. А мы делаем украшения, сережки, делаем ободки, короны. Сейчас начали готовиться к Новому году. А что именно, пока своих секретов мастерицы не раскрывают, но мы немного подсмотрели их сюрприз. Сегодня мастерицы студии Art Decor готовят новогодние украшения для оформления зданий станции юных натуралистов, юности и СРГ. Это работа кропотливая и требующая много терпения. В скором времени перед жителями Ленска предстанут, как всегда, эксклюзивные украшения, сделанные своими руками не только мастерицами, но и другими сотрудниками Центра доп. Образования СРГ. И, конечно, с любовью новогодние инсталляции и праздничный декор, который ленчане всегда с удовольствием используют в качестве фотозон. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Небо в районе озера Канантьявр, которое расположено в Мурманской области, озарилось ярким северным сиянием. На кадрах видны причудливые изгибы света, уходящие за горизонт или закручивающиеся в головокружительные спирали. В объектив камеры также попали несколько метеоров, оставившие яркий след на ночном небе. Ну а в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег, температура воздуха составляет минус 18 градусов, ближе к ночи ожидается минус 23, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. В Нерюнгре минус 21, давление составляет 692 миллиметра ртутного столба, ближайшей ночью температура воздуха составит минус 28 градусов.
В Ленске сегодня минус 18. К ночи температура воздуха составит минус 26, ветер до 5 метров в секунду. А в Мирном 27. Ночью ожидается уже минус 32, давление составляет 726 миллиметров ртутного столба. И в столице республики сегодня днем минус 29 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 34. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Давление составляет 752 миллиметра ртутного столба. К этому часу пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.